Спонсор программы – компания «Экомилк». Экомилк. Добрый день, уважаемые друзья, и снова с вами программа «На кухне У». А сегодня мы на кухне у Хадижи Акаевой, ведущей телеканала «Грозный». Добрый вечер. Рада побывать на кухне у Хадижи, потому что я знаю, что Хадижа просто умница, хорошая девочка, и я слышала, что она готовит очень вкусно. Как раз у нас на праздники, то есть совсем скоро 8 марта, и мы решили побывать на кухне у Хадижи, и чтобы она приготовила для нас и раскрыла рецепт приготовления вкусного блюда. Я постоянно делаю маме сюрпризы, и вот очередной день 8 марта настал, и я хочу сделать для мамы кексы. Будем мы сегодня готовить... Кексы. Да, кексы будем готовить. Ну, блюдо, конечно же, такое вот интересное, сладкое. Думаю, что сегодня придут гости у нас интересные, да? Да. Ну, а еще с нами сегодня на кухне помощница, такая маленькая помощница. Хадиш, давай представим ее нашим зрителям. Это моя сестра Дара. Дара, она сегодня тоже будет нам помогать, да? Да. Ну, посмотрим, что у нас получится. Вот с такими молодыми участниками программы я еще никогда не готовила. Посмотрим, что из этого выйдет. Итак, Хадиш, ну а прежде чем приступить к процессу приготовления, я хотела бы, чтобы ты рассказала нашим уважаемым телезрителям, какие продукты нам нужны для приготовления этих кексов. Поскольку у нас будут разные начинки, нам понадобится изюм, шоколад. У нас будет два вида варенья. Одно вишневое, другое лимонное. И еще понадобится подсолнечное масло, понадобится сливочное масло, сметана, кефир, яйца, сода и мука. Ну а молочные продукты у нас на столе были предоставлены компанией «Экомилк». Посмотрите, здесь сметана 30%, очень вкусная, новая деревня. Также масло сливочное и, конечно же, кефир, вкусный кефир. И сейчас мы будем использовать все эти ингредиенты для приготовления кексов от Хадижи. Хадижа, ведущая телеканала «Грозный». Хадижа, ну а еще вопрос такой. Скажи, пожалуйста, какие программы ты ведешь на нашем телеканале? Я веду детские новости и «Берешь, берешь, ты берешь». Еще я участвовала в программе «Вайпак-шоу» из Тела. Ну что же, все, наверное, зрители знают эти программы и, конечно же, смотрят, являются зрителями и твоими поклонниками. Думаю, что сейчас многие узнают о том, что Хадижа еще просто замечательный кулинар. И в этом мы сейчас убедимся. Итак, Хадиж, давайте тогда приступим к процессу приготовления. И что в первую очередь нам нужно сделать будет? Для начала нужно взять вон ту миску, подай. Так, в которой мы будем смешивать все наши ингредиенты. Вот так. Поскольку мы будем делать 2 порции, возьмем 4 яйца. Держи. Так, и туда нужно добавить сахар, да? Да. А сахара сколько? 300 грамм. 300 грамм сахара. Как раз вот у нас здесь есть мерный такой стаканчик, и мы отделили сюда 300 грамм. Я буду добавлять немножечко. Вот. А наша помощница будет внимательно за всем наблюдать и учиться, да? А также наши зрители, которые тоже сегодня научатся готовить вот эти вот праздничные кексы. Да, праздничные кексы. Так, это нужно взбить, я так понимаю, да, Хадиш? Ну что ж, я тогда... Это все, у меня здесь миксер под рукой, и вы тоже можете использовать миксер. А, допустим, если нет миксера, то можно использовать такую вот специальную лопатку. Да, лопатку, которая тоже вот аккуратненько это все и умело, значит, смешает наши ингредиенты. А сейчас мы сюда добавили 4 яйца, 300 грамм сахара, и сейчас это мы все смешаем. Яйца нужно взбивать примерно 3 минуты. Этого достаточно. Ну что ж, достаточно действительно будет. И теперь мы перейдем, вернее, к другому процессу. А что сейчас мы должны сюда добавить?
Мы должны добавить сметану, растительное масло и сливочное масло. Ну, добавляй, хозяюшка наша, добавляй. Я тоже помогу тебе. Добавим 2 столовые ложки сметаны. Сметана вот такая новая деревня. Посмотрите, какая упаковка даже интересная, красивая, да? Дальше что? Добавляем немножко сливочного масла. Вот сливочное масло с моей стороны. Но сейчас мы готовим такую вот массу, которая подходит для любых кексов, а начинки мы будем делать разные, да? Да. Например, шоколадные, с изюмом, с разными видами варенья. Так, этого будет достаточно? Да. Так. Добавим еще растительного масла. Немного растительного масла. Так. И все это Перемешаем. Хадижа, а вот тебе нравится твоя работа? Да, я даже планирую продолжить работу в СМИ. И сейчас моя работа это как мое хобби. Мне очень нравится там работать. Я буду в дальнейшем там продолжать такую работу. Кексы для Иман сегодня мы готовим, а также я думаю, что многие сейчас, которые детки смотрят нашу программу, тоже смогут вот запомнить вот этот рецепт приготовления и на 8 марта для своих любимых матерей, бабушек, теть приготовить такие же праздничные кексы. Итак, Хадижа, продолжаем готовить. И что нужно сюда добавить следующее? Нужно добавить еще 2 стакана кефира. Кефир тоже у нас от компании Экомилк. Это наш спонсор. Да, спонсор нашей программы. Итак, добавляем кефир. А вот ты Добавляем сама любишь молочные продукты? Да, я люблю сметану, молоко и даже кефир. И даже кефир. Но кефир нужно, конечно же, употреблять почаще. Желательно утром и вечером, чтобы быть здоровым. И особенно нужно пить молочко. И, как говорится, пейте, дети, молоко, будете здоровы. Да. Вот второй стакан. Да, второй. Значит, мы добавляем сюда 2 стакана кефира. Внимательно следите за всем процессом приготовления, потому что это очень интересно, и в конце это, конечно же, будет очень вкусно. Следующим в эту смесь нам нужно добавить муку пшеничную. Тамил, я буду постепенно мешать, а ты мне помоги добавить муку. Конечно же, буду добавлять. 4 стакана муки пшеничной нужно добавить сюда. Как обычно ты поздравляешь свою маму на 8 марта? Я маме готовила стихотворение. А вот на сей раз Дара тоже приготовила своей маме стихотворение. Так сегодня и ее мама тоже будет у нас, да, в роли дегустатора? Да, говори, рассказывай стих про маму. Расскажешь нам стишок? Или уже когда будем за столом сидеть и пробовать наши кексики, расскажешь нам? Потом расскажу за столом. Хорошо. Да, так мы и сделаем. Обычно вот в твоем возрасте в школе делают поделки для мам, открытки какие-то поздравительные. Вот, например, у нас сейчас наши поделки отправляли в Олимпиаду на 8 марта. Еще я маме крестиком вязала розу. И сейчас в школе нам сказали подготовиться к конкурсу, отправить поделки в Америку. И я эту розу отдала, чтобы ее отправили в Америку. Так, а в Америке что твоя роза будет делать? Там будет конкурс. Будут давать места. А конкурс как? К чему приуроченный? Ко дню 8 марта. Ко дню 8 марта, да? И сейчас вернемся к приготовлению наших кексиков. Посмотри, Дарочка тоже молодец, помогает нам, да, Дара? Сильная девочка мешает это тесто наше для наших кексов. И в таком возрасте она мне всегда помогает готовить на кухне. У нас осталось немного муки, нужно туда добавить чайную ложку разрыхлителя и соды. Значит, по чайной ложечке мы добавляем соду. Берем, это что? Это у нас разрыхлитель, чайная ложечка тоже у нас. И, конечно же, ванилин. Любое изделие, тем более, когда это бывает кондитерское, нужно добавлять обязательно ванили, потому что запах бывает изумительный, очень аппетитный. Тоже добавляем сюда его вот буквально пол чайной ложечки. Вот так вот. Все это нужно смешать и добавляем тоже это вот сюда, к нашей смеси. Все это нужно тщательно перемешать, девочки. Но здесь я вам помогу. Дарочка, можно я помогу вам?
Все, давай, моя хорошая, я теперь возьму это все в свои взрослые руки и все это тщательно уже буду перемешивать. А вот масса получилась у нас вот такая. Посмотрите, уважаемые друзья, вот такое вот тесто у нас получается с запахом ванили. Да. Чувствуешь запах ванили? Итак, уважаемые друзья, мы закончили приготовление вот этой массы. Сюда уже нам не нужно ничего больше добавлять. Единственное, что мы будем сейчас это раскладывать по формочкам. Да, по нашим вот таким вот специальным формочкам, в которых Хадижа, вернее, выпекала неоднократно кексики. Ну а их нужно смазать, да, маслом. Тамил, ты хорошо подметила то, что я их неоднократно готовлю. Я балую своих бабушек, готовлю кексы. А сейчас мы будем смазывать формочки для кексиков растительным маслом, чтобы тесто не прилипло к ним. Ну, а Дара мне в этом поможет. Да, Дарочка молодец. Сегодня такая молодая у нас помощница, но все равно активно и помогает нам в приготовлении кексов праздничных. Ну а формочки у нас силиконовые, так что вы можете использовать тоже такие вот силиконовые формочки, которые очень доступны. Итак, тесто мое практически готово. Осталось только нам все это переложить. Мы тоже закончили. Тоже закончили, да? Ну давайте еще вот эту вторую формочку тоже. Ага. Так, вот маслом обработаете все это. Ну а выпекать мы должны это все в духовочке, да? При температуре 180 градусов. 180 градусов. А сколько по времени это у нас займет? Займет примерно 30 минут. 30 минут все это будет выпекаться. Ну как раз мы накроем на стол и будем ждать наших уважаемых гостей. Нальем им чай. А сегодня чай будет наливать нам вот такой вот термос замечательный. Что, готовишь тоже, да? Тоже умеешь готовить? А что ты умеешь, Дарочка, готовить? Я умею шоколад готовить. Шоколад готовить умеешь. Вкусный у тебя получается? Да? А что еще ты умеешь? Что еще ты умеешь готовить? Ты же со мной еще блинчики готовила, да, Дара? Ты ходишь и помогаешь на кухне? Да. Любишь ходить? Что мне тоже помогает готовить шоколады. Готовить шоколады помогает, да? Значит, вы у нас девочки такие вот повара хорошие, да? А ты когда вырастешь, кем ты будешь? Я тоже хочу стать, как хочешь, тоже. Журналистом хочешь стать? Смотрите, такая маленькая уже хочет быть журналистом. Но смотри, Дарочка, это очень тяжелая работа, так что я заранее тебя предупреждаю. Не боишься сложностей? Ой, ты моя хорошая, ну что же, молодец, сложности она у нас не боится. Это все хорошо. Ну а к нашим замечательным кексикам мы сегодня будем наливать чай, вернее кипяток из вот такого замечательного термоса, который наливает непростой чай. Сейчас я вам покажу, что он делает. Наливаем чай из вот этого термоса, на котором изображена вот наша мечеть имени Ахмад Хаджи Кадырова, наше сердце Чечни. И теперь вот смотрите внимательно, потому что это интересный чайник, интересный в том, что он делает вот что. Что, нужно опять туда? Представляете, вот до чего дошла техника, что вот при наливании кипятка произносит наш чайник «Бисмиллахи рахмани рахим». Это очень интересно, думаю, что нужно и мне приобрести вот такой вот чайник. Очень удобный чайник. Даже ведь? Да. Особенно, самое главное, что когда наливается, то произносится «Бисмиллахи рахмани рахим». Ну что ж, нальем мы с именем Аллаха вот этот чай, а также сейчас мы продолжим печь и готовить, вернее, наши кексики. Термопод Максимус в стильном стальном корпусе станет неотъемлемой частью интерьера и не даст забыть о самом главном. Максимус. Свое родное. Танил, теперь можно вылить тесто в вот эти формочки. Так, значит, заполняем, да? Да.
Так, я буду заполнять. Нужно заполнять до середины, чтобы положить еще и начинку. Так, а начинки у нас сегодня будут 3, да, начиночки? Да. Так. Вот так мы это делаем. Вот этого достаточно будет? Да. Угу. Так, Хадижечка, давай, моя хорошая, ты тоже мне в этом поможешь? И я хочу. И ты хочешь, да, зайка? Ну давай тогда, ты тоже будешь помогать. Держи вот ложечку маленькую. Ты тоже будешь заполнять. Вот давай, бери отсюда тесто. И вот так вот сюда нужно его закладывать. То есть перекладывать Аккуратно. аккуратненько Вот так, смотри, Дарочка. в наши формочки. Действительно, Хадижа хорошо отметила, что нужно дополнять где-то до середины. Потому что в конце концов, когда оно будет печься в духовке, все у нас тесто наше подойдет, да? Да. Итак, заполняем наполовину. Хадижа очень хорошо отметила то, что нужно их вот так вот не до конца наполнять, потому что тесто у нас потом, в конце концов, при выпекании поднимется. Да, еще нужно положить начинку. И еще сверху положить тесто. Ага. Тамил, в то время, как ты будешь заполнять эти формочки тестом, мы с Дарой положим начинку в эту формочку. Угу. Формочка. А начинка там будет изюм и шоколад. Угу. Так, шоколадом что нужно сделать? Нужно разрезать его. Угу. Так вот аккуратно режем шоколад, потому что мы будем добавлять его в кексики. Так, я буду добавлять сюда малиновое варенье. Немножечко делаем вот такой вот. И вот сюда посередине добавляем вареньице наше. Хадижа, а тебе вот какие кексы нравятся? Не шоколадный. Шоколадные? А мне вот с вареньицей нравится. Вот сюда я добавлю апельсиновое варенье. У вас, девочки, тоже как все интересно, красиво получается. Какие вы умницы, а? Мы стараемся. Да, мастерицы такие. Все, мы уже закончили. Да, вот такие у нас кексики получились. Посмотрите, друзья. И сейчас давай напомним, Хадижечка, что мы использовали, какие, вернее, продукты мы использовали для того, чтобы приготовить вот эти вот праздничные кексы, которые, напоминаю, Хадижа сегодня готовит для своей любимой мамы и мам, да? Нужна сметана, нужно сливочное масло, растительное, нужно 2 вида джема, изюм и шоколад для начинки. Еще нужна мука, сода, разрыхлитель, ванилин, у которого такой приятный запах. Еще нужны вот такие вот силиконовые формочки. Итак, друзья, запоминайте весь процесс приготовления, запоминайте все, что сегодня Хадижа вам рассказала, потому что я думаю, что получится очень вкусно, и мы сегодня приятно удивим мам вот этих вот замечательных девочек. Сегодня девочки у нас Дарочка и Хадижа, которые являются, можно сказать, таким полноценным работником ЧКТРК Грозный. Ну что ж, отправляем теперь это все в духовку, да, Хадижечка? Давай, отправляем в духовочку. Выпекаем 30 минут. Итак, наши кексы готовы, будем их сейчас вынимать.
Вот такие кексики у нас получились. Осталось только ждать до прихода мам. До прихода мам, ну а кексики получились у нас очень красивые и выглядят аппетитно. Ну а запах, безумно вкусный запах. И сейчас мы, конечно же, нальем чай из этого замечательного термоса, который говорит Бисмиллахи рахмани рахим. Да, и с такими словами мы будем сегодня проводить чаепитие вместе с нашими мамами, с такими кексиками, которые сегодня Хадижа приготовила для нас и раскрыла для вас, уважаемые телезрители, любители самого вкусного и полезного, вот этот замечательный рецепт приготовления праздничных кексов. Термопод «Максимус» в стильном стальном корпусе станет неотъемлемой частью интерьера и не даст забыть о самом главном. «Максимус» – свое родное. Ну что ж, девочки мои хорошие, сегодня мы потрудились с вами, и результат мне нравится. Мне тоже очень нравятся наши кексы, они такие румяные и аппетитные. Да, действительно аппетитные. Думаю, что сегодня многие из наших телезрителей воспользуются этим рецептом приготовления, потому что Хадишка очень старалась не только готовить, но и раскрывать для вас рецепт приготовления праздничных кексов. И получились они очень красивые. Самое главное, что сейчас нужно их попробовать, отведать и сказать вам, уважаемые друзья, как это на самом деле. Ну и гости, конечно же, мама. А вот и наши мамы идут. Мамочки наши долгожданные пришли. Присаживайтесь, Хадишка, давайте. Какой красивый стол. Да, это все девочки, все это ваши девочки сегодня готовили для вас. Постарались, да? Какие красивые кексы. Это вы так постарались, да? Да. Какая красота. Да, теперь эту красоту нужно попробовать и передать нашим зрителям, вкусно это или нет на самом деле. Ну а наших зрителей я сейчас познакомлю с нашими дегустаторами. Это мама нашей Хадишки, зовут ее Иман, ну а это мама Амина, мама нашей девочки маленькой, которая помогала сегодня тоже нам в течение всей программы, то месила, то вот так вот аккуратненько раскладывала этот изюм, то есть помощница растет у вас очень хорошая. Дорогие мамы, мы испекли с Дарой сегодня эти кексы только для вас. Поздравляем вас с Международным женским днем. Мы вас очень любим. Ну а Дара нам расскажет стих. Давай. Рассказывай. Месяц светит только ночью, мама любит круглый год. Любит нежно, крепко очень, и любить не устает. Моя красавица, колесая девочка. Это стихотворение в садике выучили, да? Какая умница, посмотри, какая хорошая девочка. Так. И помощница на кухне, и вот стишок она выучила. Просто умница девочка. Девочки, ну а теперь давайте отведаем эти кексики и скажем, вкусно это или нет нашим уважаемым телезрителям. Попробуем? Давайте. Бисмиллахи рахмани рахим.
ванили присутствует, да, ярко выраженный, что и придает вот этим кексам такой вот вкус приятный. Очень вкусно. Вкусно? Очень вкусно. Мам, вкусно? Очень, конечно. Спасибо тебе, ты меня приятно удивила. Мы с Дарой для вас очень старались. Да. У вас получилось. Да, действительно получилось. Думаю, что ваша доченька будет радовать вас каждый день вот приготовлением таких вот вкусных, разнообразных блюд. Надеюсь. Да, надеюсь. Ну, а вам как понравилось? Очень, все очень красиво, вкусно, действительно приятно, порадовали зелье. Честно говоря, я даже не ожидала, что моя племянница умеет так вкусно печь, в случае кексы. Мне очень понравились сегодняшние кексы. Думаю, что тоже я дома приготовлю обязательно. И тоже буду радовать своих близких, свою маму и своих любимых женщин. Для зрителей, я думаю, что это полезный совет приготовления. И в эти праздничные весенние дни они неоднократно, надеюсь, приготовят вот эти вот кексы. Я бы хотела поздравить всех женщин с Международным женским днем, а особенно своих любимых бабушек. Я бы хотела поздравить свою бабушку с села Старый Атаги, баб Далдей Алела, и еще свою бабушку с села Гойты, Мана Далдей Алела. Молодец, правильно поздравила. Я тоже присоединяюсь к поздравлениям всех женщин, поздравляю их с женским днем, желаю им счастья, здоровья, всего самого лучшего. Самое главное, женщины, уважаемые, побольше готовьте, придумайте разные рецепты и удивляйте своих близких и любимых вам людей. Ну а еще у нас есть стихотворение, которое Хадижа тоже должна нам рассказать, да? Давай. Пусть первый подснежник подарит вам нежность, весеннее солнце подарит тепло, а мартовский ветер подарит надежду, и счастье, и радость, и только добро. Далдей Ладоэшо. Аминь. А мы должны подвести итоги, сказать нашим зрителям, вкусно это или нет. Было все очень вкусно. Советую всем действительно использовать именно этот рецепт. Наши девочки нас очень сегодня порадовали. Да, действительно, очень хорошие у вас девочки. Ну что ж, уважаемые друзья, думаю, что сегодняшний день прошел с большой пользой для всех. А вам хочется сказать, чтобы вы всегда оставались с нами на нашей кухне, где бывает только самое вкусное и полезное. Приятного вам аппетита! Термопод «Максимус» в стильном стальном корпусе станет неотъемлемой частью интерьера и не даст забыть о самом главном. «Максимус» – свое родное. Спонсор программы – компания «Экомилк». «Экомилк».